Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 2 часа с журналистами. Детали своего рабочего визита в Российскую Федерацию и Республику Беларусь раскрыл в ходе пресс-конференции президент Абхазии Аслан Джанян. По словам свидетеля, показания даны под давлением. Заседания суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджира в ноябре 2019 года продолжаются. Самосохранение как цель. Проблемам абхазского языка и демографии был посвящен круглый стол в Совете старейшин Абхазии. Детали своего рабочего визита в Российскую Федерацию и Республику Беларусь абхазским журналистам в ходе двухчасовой пресс-конференции раскрыл президент Абхазии Аслан Джанян. СМИ интересовали подробности встречи с Александром Лукашенко, информация о союзном государстве. Кроме того, президент рассказал, что в скором времени в республике будет создано Министерство энергетики и транспорта. Мы заинтересованы в том, чтобы в перспективе установить полноформатные отношения с Республикой Беларусь. В республике очень много интересного, полезного. Можно перенять опыт во многих отраслях. Республика, на мой взгляд, прогрессирует. И поэтому поездка носила в том числе характер ознакомительный. Мы побывали в ряде предприятий. Вы очень хорошо знаете о том, что много международных сложных вопросов решалось в Минске. Минск стал некой площадкой для решения международных проблем. Вы знаете о том, что женевские дискуссии у нас, скажем так, в последнее время не проводятся. И, конечно же, Женеву мы уже не можем считать нейтральным местом. А Минск мог бы стать и является нейтральным местом, где могли бы проводить мы дискуссии по безопасности по Закавказье. Та Женевская площадка могла бы быть в Минске. Это тоже одно из направлений работы, которое нам необходимо продвигать. Ну и взаимодействие в области экономики, развития экономических связей. Кто бы что ни говорил, экономика во многом определяет политику. Но дело в том, что эти отрасли, особенно энергетика, требуют повышенного внимания, неординарных подходов. Это факт. Такая попытка была там несколько лет тому назад. Я считаю, что по такому пути мы должны пойти. Все-таки я думаю, что мы пойдем по такому пути. Да, такое министерство будет создано. Я знаю мнение определенного количества мнений депутатов и товарищей. Мы будем создавать такое министерство. Мы хотели бы сконцентрировать усилия органов исполнительной власти и органов законодательной власти на проблемах энергетики, транспорта. Проблемы транспорта. Это разве нормально, что у нас в таком состоянии находятся железнодорожные вокзалы? Минск мог бы стать нейтральным местом, где мы могли бы проводить дискуссии по безопасности на Южном Кавказе. Это одно из направлений работы, которую нам необходимо продвигать, заявил президент Аслан Джанян на пресс-конференции, посвященной итогам его недавнего визита в Москву и Минск. Расширенную видеоверсию пресс-конференции президента смотрите в нашем эфире. Абхазия предложила выстраивать трехсторонние механизмы консультаций с Россией и Беларусью, заявил министр иностранных дел Инал Ардинба по итогам пресс-конференции президента. Треугольник Сухум-Москва-Минск в перспективе может стать эффективным инструментом по решению многих вопросов. Глава государства сегодня на своей пресс-конференции это подчеркнул. Мы будем активно работать над этим, отметил Ардинба. По словам министра, Женеву трудно считать нейтральным местом, где обеспечиваются равные условия для всех участников переговорного процесса. МИД Республики Абхазия направила ноту соболезнования Министерству иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики в связи с 31-й годовщиной со дня начала широкомасштабной вооруженной агрессии Республики Молдова против Приднестровья. В ноте, в частности, отмечается: народ Республики Абхазия, прошедший Отечественную войну народа Абхазии, разделяет боль народа Приднестровской Молдавской Республики от невосполнимой утраты.
Хочу информировать общественность Абхазии о планомерном развале работы посольства Республики Абхазия в Российской Федерации. Именно с такой формулировкой на своей странице в Facebook выступила Татьяна Гуля, бывший советник посольства Республики Абхазия в Российской Федерации, уволенный недавно приказом главы МИД Инала Ардзинба. Как в частности отмечается в публикации, чрезвычайный полномочный посланник второго класса после увольнения чрезвычайного и полномочного посла Абхазии в России Гряхбы началось отсутствие финансирования, беспорядочные назначения людей, зачастую не соответствующих должностям. С полным текстом открытого поста Татьяны Гуля можно ознакомиться на ее официальном аккаунте в Facebook, а также на страницах ряда информационных телеграм-каналов. В своем недавнем интервью Абазат ТВ в августе 2022 года внучка основоположника абхазской литературы Дмитрия Гуля делится воспоминаниями об отце в своем детстве в Агудзере. Становление посольства Республики Абхазия в Российской Федерации, в котором она и ее родители принимали непосредственное участие. Татьяна Георгиевна рассказала о технических возможностях, человеческом ресурсе, объеме работы в период Отечественной войны и после нее. 1 июня Владислав Григорьевич Ардзинба назначил Игоря Муратовича официально полпредом. Видимо, так сказать, конечно, он что-то знал, предвидел, столкновения какие-то. И был создан штаб. Штаб делился, значит, кто-то занимался поставками гуманитарной помощи, кто-то уже встречал, так сказать, начал встречать раненых, тяжело раненых отправляли в Москву и в Петербург. Затем меня, значит, попросили возглавить пресс-службу полномочного представительства. 16 августа уже была пресс-конференция, была организована пресс-конференция. Несмотря на противодействие очень сильное тогда российских и СМИ, и руководства, много собралось народу, и иностранные СМИ. Тогда же не было ни компьютеров, ничего, и не было на чем печатать. Кто-то принес огромную такую машинку электрическую под названием «Ятрань». Я вот это хорошо помню. Интервью Татьяны Гули, который телеканал планировал показать ко дню создания МИД Абхазии 17 мая, смотрите в эфире Абазат ТВ в воскресенье 5 марта. МИД Абхазии, между тем, никак не комментирует кадровые решения руководства внешнеполитического ведомства, несмотря на ряд устных запросов, поступивших от абхазских журналистов. Государство в опасности. Такой стала тема брифинга представителей общественного движения Абхазской национальной конференции на площадке Арсмира в среду 1 марта. Видеоотчет с брифинга смотрите в нашем пятничном эфире. Общественно-политическую ситуацию в Абхазии в четверг вечером обсудил с жителями нового района столицы лидер Абхазского народного движения Отгур Ардзинба. Корреспонденты Абазат ТВ находились на месте событий. Подробности в наших ближайших выпусках новостей. Парламент 1 марта указал правительству на нарушение законов и потребовал отмены решений о передаче в аренду ООО «Страна души», Альта и П. Багапш санаторий в Сухум и Сухумский. Депутаты парламента указывают в постановлении, принятом 1 марта, что правительство приняло решение о передаче данных объектов без ратификации парламента, что является грубым нарушением закона о международных договорах. Кроме того, на прошлой неделе парламент страны отклонил внесение поправок, которые наделяли бы службу госбезопасности дополнительными полномочиями. Законопроект, по факту направленный на ограничение прав и свобод в Абхазии, вызвал негативную реакцию в обществе, и многие уже высказывались по этому поводу. Вот как этот факт прокомментировал руководитель Ассоциации инвасодействия Алхаст Хагушев.
Как мне представляется, власть все больше пытается навязывать нашему обществу какую-то чуждую Абхазии повестку, и это требует адекватной и быстрой реакции. И если поначалу кто-то предполагал, что пресловутый закон об инагентах касается каких-то некоммерческих организаций, то теперь, очевидно, после таких предложений отслеживается тренд. Думаю, что это не последняя подобная инициатива со стороны власти. Власть считает, что можно в Абхазии выстроить систему в одну калитку, когда есть одно мнение, и все остальные должны быть подчинены этому мнению. Сегодня эти люди почему-то считают, что они у власти будут бесконечно долго, а завтра, когда они попадут в оппозицию, я думаю, их мнение резко изменится по поводу их же собственных инициатив. Завершился визит делегации МВД Абхазии во главе с министром внутренних дел Вальтером Будбой в Республику Южная Осетия. Подробности в материале пресс-службы МВД. Делегация Абхазии во главе с министром внутренних дел Вальтером Будбо в ходе визита в Республику Южная Осетия посетила административное здание совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел в Цхинвале. В составе делегации директор и представители СИКЦ ОВД Абхазии России, руководитель экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел. Хотелось бы отметить, что очень положительные мы получаем эмоции, не только эмоции, мы много видим того, что хотелось бы видеть у нас, хотя делается для этого очень много. В частности, мы находимся на территории СИКЦ, который непосредственно занимается исследованием автотранспортных средств. Здесь можно воочию увидеть, насколько все здесь продвинуто, насколько здесь оборудовано, и насколько здесь хорошо. И есть у нас специалисты, и мы готовы, будем дальше работать над этим, но хотелось бы, чтобы и у нас такое направление было развито очень. И большое спасибо нашим министрам за то, что они провели такую встречу и с СКЦ, в частности. Это очень полезный обмен не только опытом и информацией, но и отношениями и взаимодействием. Почему я ставлю акцент в данном случае на автотехнические исследования, проведение экспертиз? Потому что в нашей республике очень много ДТП, где возникает много вопросов по транспортным средствам, на каком основании было это случилось, это ДТП и все остальное. Поэтому для решения таких вопросов в судебных процессах нужно определять направление, в частности, автоэкспертизы, чтобы могли мы качественно и в рамках правового поля проводить все исследования. Совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел представляет собой комплекс, включающий отдел криминалистических учетов и экспертиз, предусматривающий проведение более 10 видов судебных экспертиз, в том числе дактилоскопической, портретной, трасологической, баллистической, почерковедческой, лингвистической, автотехнической, химической, компьютерной и других. Опыт коллег весьма важен для Абхазии. Вместе с тем глава Юго-Осетинского МВД Валерий Газаев отметил, что это было продуктивное взаимодействие. Я считаю, что как министр внутренних дел, что визит носит очень плодотворный характер. У нас есть моменты, по которым мы можем сотрудничать, делиться опытом друг с другом. Допустим, нас интересовали такие моменты, как я и вчера озвучил, что у вас имеется большой опыт обеспечения безопасности туристов, которые приезжают в Абхазию. Вот. И вот эти все наработки, конечно же, нам были бы очень интересны. И также вот по линии совместных информационно-координационных центров, как известно, у нас это данный совместный информационно-координационный центр, он уже создан. Да, он уже практически имеет практический опыт работы, и нашим абхазским коллегам как было интересно заимствовать наш опыт как у первопроходцев. Так что примерно вот эти вопросы мы обсуждали. Стороны выразили надежду на плодотворное сотрудничество по основным вопросам, стоящим перед ведомствами. Важность визита подчеркнул министр внутренних дел Абхазии Вальтер Будбо. Делегация Министерства внутренних дел Республики Абхазия прибыла с рабочим таким визитом в Республику Южная Осетия для организации взаимодействия на должном уровне, для перенятия опыта в части создания на базе совместного информационно-координационного центра отдела экспертиз
ознакомились с их расположением, требованиями к данного рода подразделению. В результате мы увидели, что оно очень востребовано как в Южной Осетии, так и в Абхазии для проведения специальных экспертиз. Как, например, у нас есть обостренная проблема при решении в рамках возбужденных уголовных дел экспертиз в части автотехнической экспертизы и ряда других экспертиз, которые мы хотели бы также проводить на территории Республики Абхазия, используя ресурсы совместного информационного координационного центра. Это нам позволит выиграть время, то, что очень важно при расследовании уголовных дел, выиграть время, качественно собирать доказательную базу. Вот в этой связи мы здесь находимся, мы действительно впечатлены и много чего мы можем перенять и многому научиться в этой части. И я думаю, это придет и пользу принесет и Республике Абхазии, и Южной Осетии тоже принесет пользу в части взаимодействия. Мы их пригласили с рабочим визитом также в Абхазию. Думаем, надо создавать уже взаимоотношения, вывести на такой уровень, чтобы мы могли решать проблемы быстро и качественно. 2 марта визит абхазской делегации в Республику Южная Осетия завершился. Представители МВД Абхазии во главе с министром отбыли в Абхазию. Сухумский городской суд приговорил гражданина России Медведева Александра Викторовича, 96-го года рождения, к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 600 тысяч рублей в доход государства. У 26-летнего россиянина обнаружили 260 граммов мефедрона. Часть наркотиков мужчина хранил при себе, еще часть по месту жительства. Медведев также сделал 9 закладок, за каждую он получал 1000 рублей. Координаты закладок россиянин отправлял некому Никите. История с избиением российского туриста милиции в Абхазии получила продолжение. Как сообщает Генпрокуратура Республики, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела угрозыска УВД по Гагарскому району капитана милиции Хаджарата Богателя, оперуполномоченного ОУР УВД по Гагарскому району младшего лейтенанта милиции Тимура Анжба, участкового уполномоченного милиции по Гагарскому району Дмитрия Джалагония и иных неустановленных сотрудников УВД по Гагарскому району. Они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и спецсредств. Один из ключевых свидетелей, Зухраб Шинкау, опроверг свои показания в суде. Он сообщил, что не передавал автомобильные номера А122РН Эрику Чкадо. Такие показания его вынудили дать сотрудники правоохранительных органов, применяя физическое и моральное давление. Также в суд снова приглашали свидетеля Наиду Милитян для устранения противоречий в ее показаниях. Заседания суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года продолжаются. Подробности в специальном репортаже Надежды Боровиковой в нашем эфире после выпуска новостей. От имени главы московской абхазской диаспоры Беслана Агрова в помощь пострадавшим от землетрясений в Сирии было передано посольству Сирии в Москве 4 тонны продовольственной помощи в виде круп и консервов. Гуманитарный груз будет сегодня доставлен в Дамаск. Сохранению абхазского языка и проблемам демографии в Абхазии был посвящен круглый стол в Совете старейшин, который состоялся в столице по инициативе общественной организации «Самосохранение». Видеоотчет с круглого стола смотрите в нашем воскресном эфире. В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумбаева в четверг состоялся 12-й республиканский фестиваль оркестров народных инструментов Абхярца с участием оркестров сельских, городских, районных и республиканских учреждений культуры и образования, других ведомств, в составе которых представлены старинные национальные музыкальные инструменты. Дни культуры Чеченской Республики пройдут в Абхазии с 13 по 17 марта. Церемония открытия состоится 13 марта. В Государственном русском театре драмы имени Фазили Искандера покажут спектакль Государственного русского театра драмы имени Лермонтова
«Белла» по мотивам романа Лермонтова «Герой нашего времени». Вход свободный. 14 марта в Абхазской государственной филармонии пройдет концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии. 17 марта на закрытии Дней культуры в Абхазской государственной филармонии состоится концерт Государственного академического ансамбля народного танца «Войнах» Чеченская республика. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 3 марта в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погоды. Ночью, утром местами возможен туман. Днем при прохождении холодного атмосферного фронта осадки разной интенсивности и продолжительности. Атмосферное давление нестабильное. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +9, 14. Температура морской воды +9 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.